Привет, телезрители! Добрый день, друзья! В эфире детская информационная служба «Гора новостей». Пришло время самых полезных, важных и нужных новостей. Познакомим тебя с ними мы, Руслан Николаев и Карина Однобаева. Погнали вперед! Сегодня в выпуске: что же происходит сейчас в закрытых школах? Как уберечь себя от клещей? Где тусить неожиданно весело? И что такое детская неделя? Все это и намного больше в «Горе новостей», так что смотри и не переключайся. На календаре, кстати, уже 15 июня, и сегодня Всемирный день ветра. Звучит очень красиво. На самом деле все довольно практично. Есть такая отрасль — ветроэнергетика. Наверное, все из вас видели вот такие вот большие ветряки, которые крутятся и тем самым вырабатывают электроэнергию. Мне кажется, что если это все наберет обороты и станет популярным, то у нас экология станет еще на более высоком уровне, чем сейчас. Как многие из вас, наверное, знают, что ископаемое топливо все-таки не безгранично, в отличие от энергии ветра. Да, если мы начали говорить на такие серьезные темы, предлагаю посмотреть, наверное, самый серьезный сюжет в данном выпуске. Наконец-то наступило лето. Всем хочется гулять, и помимо коронавируса у нас есть много других опасностей, к примеру, клещи. Сегодня я покажу, как себя обезопасить от них и при этом не выглядеть как мешок с картошкой. Поехали! Итак, пойдем снизу вверх. Для того, чтобы обезопасить наши ноги, нам не нужны высокие берцы или сапоги, достаточно высоких носок или кроссовок. Пойдем выше. Итак, вверх. Нам понадобится одежда с длинными рукавами, чтобы она закрывала максимальную площадь нашего тела. Если нет головного убора, вы можете сделать то же самое, что и я, взять кофту с капюшоном. Абсолютно любую из вашего гардероба. После прогулки обязательно осмотрите и ее, и вашу обувь. Вкусно. Надеюсь, вы поняли, что для того, чтобы чувствовать себя стильно и в безопасности, не обязательно одевать военные костюмы, высокие сапоги и так далее. Радомир Усманов специально для «Горы новостей». Радомир, спасибо. Собираясь на природу, будьте осторожны. И на природе тоже ведите себя, кстати, как надо. Мало кто из вас знал, я вам напомню то, что у нас все-таки новостная передача, поэтому давайте к новостям. Республика Башкортостан стала пилотным регионом по реализации проекта «Экозабота». Цель проекта – это вовлечение школьников в охрану окружающей среды. Это сейчас очень актуальная тема. Да, сейчас даже появляются такие понятия, как экологическая культура или грамотность экологическая. Кстати, ты заметил, что все больше семей начинают переходить на сбор мусора, сортировку, и это очень здорово. Мне кажется, что уже каждый знает, что нельзя батарейки выбрасывать в тот мусорный бак, который стоит около наших домов. Их нужно собирать и сдавать в специализированное место. Ну, этот масштабный проект, конечно же, не обошелся без подключения региональных ресурсных центров по развитию и естественно-научной направленности дополнительного образования. Ну, то есть, это ресурсы, да, ну, там всякие школы, в которых дополнительное образование идет с естественно-научным уклоном. Кто не понял этого очень трудного языка. Кстати, познавательный факт. Время познавательных фактов. В России в год используется более миллиарда батареек. Каждая из них без утилизации загрязняет 20 квадратных метров земли. А это среда обитания ежиков. Сейчас будет душераздирающее осознание. Под угрозой миллиард ежиков. И не только ежики под угрозой. Кстати, реализация этого полезного проекта очень заинтересовалась Уфимская школа номер 44, кстати, с полингвальным уклоном. Да, я выговорил это слово. И прямо сейчас предлагаю узнать, что же происходит за ее закрытыми дверями.
like a boss. Oh yes, I keep the bank rolling like a boss. Sipping lean, big paper hoe like a boss. You know we can. Эти медведи являются официальным символом школы. В Инстаграме, в официальном аккаунте школы вы можете наблюдать еще больше роликов про этих плюшевых здоровяков. Очень круто, поэтому будем ждать. А прямо сейчас все-таки новости. Более 2000 оздоровительных детских лагерей готовы к открытию с 1 июля. А я вот не знаю, состоится ли оно или нет. К точности определенной нет, потому что мы ждем все вердикта от врачей. Ну да, огромное количество ребят безумно хотят уже отдыхать, это я по своему опыту понимаю, да, в привычном варианте. Однако лагеря предполагают тот вариант, что сотрудники будут работать вахтовым методом, то есть в закрытом режиме. И никуда во время смены за пределы лагеря никто не сможет выехать. И, что еще больнее лично для меня, отменят родительские дни. Да, безопасность на максимальном уровне. Уж лучше так, чем все лето просидеть дома. Ну да, зато в этом году в республике активно стартовали онлайн-смены. Более 70 тысяч детей. Просто это на самом деле очень большая цифра. Они в дистанционном режиме участвуют в всяких интерактивных конкурсах, там, квестах, да, и просто очень хорошо проводят свое время. Это очень-очень здорово, но мне кажется, что даже если за компьютером сидеть очень прикольно, ничто не сравнится с тем, чтобы быть в центре событий. Ну да, кстати, интересный факт. С 1 июня, то есть когда вот начались эти онлайн-смены, более 400 детей из других регионов России, то есть не из Башкирии, приняли такое же активное участие в наших республиканских онлайн-лагерях. Это тоже очень классно, мне кажется. А прямо сейчас посмотрим сюжет про то, как прошла детская неделя в условиях пандемии. С наступлением каникул у нас стало все больше свободного времени. Но чем себя занять? Большинство мест активности по-прежнему на замке. Министерство семьи, труда и социальной защиты населения решило провести в сети детскую неделю. Это целый цикл виртуальных встреч с специалистами, которые помогут определиться нам в жизни и стать еще умнее. Вот, например, вебинар «Азбука безопасности». Ребенок может обратиться за помощью ко взрослому, если она нужна. И дальше, к каким взрослым лучше обратиться? Куда? Ребенок сам отвечает. А почему эти? 7 шагов к выбору будущей профессии. Это тоже очень полезный вебинар. Он предназначен как для родителей, так и для нас, детей. Ведь выбор дела всей жизни – это очень важно, и этому не учат в школе. Закончив съемку, я перенес все фотографии на компьютер и начал этап видеомонтажа. Несмотря на режим прямого эфира, все вебинары доступны на сайте регионального Минтруда и по сей день. Так что посещать полезные лекции никогда не поздно. В режиме самоизоляции проводите время с пользой. Учитесь, развивайтесь даже на каникулах. Будущее за нами, мы не подведем. Настя Иваненко специально для Горы новостей. Настя, спасибо. А мы поздравляем добровольческое движение «Волонтеры Победы» с тем, что у них вышла уже 5-я книга «Лица Победы». Они рассказывают о ветеранах-фронтовиках, которые проживают в России и за рубежом. Обычные ребята-волонтеры собирали информацию вплоть до февраля, навещали ветеранов, конечно же, до объявления карантина. Они записывали всякие истории, делали фотографии, проделали, в общем-то, огромную работу. И это все вошло в книгу. Они постарались охватить все районы республики. Мы вас поздравляем. Если вы смотрите это, то вы молодцы. Поддерживаем А класс. прямо сейчас предлагаю посмотреть сюжет о том, какие акции и движухи в онлайн-формате проходят в наших уфимских библиотеках. Пока что большинство активности закрыто, поэтому самое то участвовать в онлайн-движухах.
массовые библиотеки подготовили для юных читателей целый ряд онлайн-мероприятий. Но несмотря на то, что библиотеки с отдельным входом уже начали работать, от мероприятий, которые подразумевают большое количество людей, пока что решили отказаться. Например, сейчас библиотеки Уфы совместно с экологической организацией «Чистая Уфа» проводят конкурс фотографий «Экоспасатель». Принимаются фотографии на тему спасения экологии. А вот видеоконкурс чтецов «Читаем Есенина». В этом году знаменитый поэт отмечает свое 125-летие. Участником конкурса может стать каждый наш зритель от 12 лет. Все подробности участия здесь. А вот и первые работы. И вдруг явление, всем на удивление. Раскрасневшись от жары, молодые маляры Тит и Вася дом красят. День города в этом году тоже не особо задался, и поэтому было решено, что лучше массовых мероприятий будет массовая виртуальная экскурсия по Уфе разных лет. А помочь создать добротный контент поможем мы, активные уфимцы. Принимаются как фото, так и видеоработы. Время отмены массовых мероприятий мощно прокачивает интернет-ресурсы. И как только пандемия полностью отступит, в нашем распоряжении будет огромный виртуальный архив всего. Катя Вахидова специально для Горы новостей. Катя, спасибо. Это были самые интересные новости на сегодня. Ну а эфир наш завершен, к сожалению. С информацией и событиями тебя знакомили Карина Однобаева И Руслан Николаев. Включай нас каждый день и будь на вершине событий. И соблюдай перчаточно-масочный режим. Пока-пока. Пока-пока.